Муктарали Матураимов с юности изучал азы пчеловодства. В конце 80-х годов он прошел специальное обучение в этой отрасли и работал производителем меда. После распада Советского Союза пчеловодством перестали заниматься на государственном уровне. Несмотря на это, Муктарали Матураимов продолжил любимое дело, но уже в частном порядке. Заниматься пчеловодством в Баткенской области тяжело. Мы с пасекой очень часто переезжаем с места на место, меняем до 8 локаций. Это связано с сильной жарой. На одной территории находимся до 10 дней. На Джайло пчелы в основном производят эспарцетовый мед. Также мы получаем и горный мед. Сейчас у Муктарали Матураимова имеется 3 породы пчел. В год пасечник собирает до 3 тонн качественного экологичного меда. С каждым разом у него становится все больше новых клиентов, которые покупают это сладкое лакомство. У меня есть карпатская порода пчел, порода карника и бакфаст. Всего 3 породы. На этот год еще осенью я закупил карпатскую матку F1. Сейчас у меня где-то 20 семей. Буду наблюдать, какую породу пчел лучше всего разводить в Баткенской области. Для развития своего дела пчеловод ранее принял участие в стартап-программе от Кыргызпатента и выиграл грант в размере 1 миллиона сомов. На эти деньги он приобрел специальный станок для изготовления ульев. Это оборудование дает ему прекрасную возможность улучшить качество своей пасеки. Кыргызпатент и ранее финансировал подобные проекты. В данной области всего было поддержано 6 проектов у частных производителей, и сейчас они активно развивают свое дело. Мы и дальше будем работать с этими предпринимателями. Кыргызпатент поддерживает инициативы и стартапы в рамках проекта «40 районов, 40 инициатив». Сейчас отечественный мед реализуется на внутреннем рынке по 700 сомов за килограмм и высоко ценится потребителями. По словам пасечников, пчеловодство – это нелегкое занятие, которое требует большого труда и терпения. Мадина Низамова, Аделора Залиф, Татыбюбю Кинджиакунова, Эльтер, Баткенская область.